Глава Башкортостана Ради Хабиров поблагодарил медиков республики за стойкость и профессионализм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил на встрече с врачами. Обсудим детали разговора вместе с руководителем Республиканского кардиоцентра Ириной Николаевой. Ирина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Ирина Евгеньевна, вы также присутствовали на этой встрече. Какие важные заявления, на ваш взгляд, прозвучали? Все такие встречи очень важны не только для медицинской общественности, но даже в большей степени для каждого жителя республики, потому что те вопросы, которые обсуждаются не только медицинскими работниками, но и вместе все на самом высоком уровне, они быстрее решаются. Были обсуждены вопросы, в первую очередь, сохранения человеческих жизней, а это социально значимые заболевания, такие как болезни системы кровообращения, такие как онкопатология. Это самые важные, пожалуй, вопросы, которые мы должны помнить, несмотря на то, что сейчас такие сложные условия, что есть пандемия коронавируса. Тем не менее, самое важное сейчас спасти наше население от осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Это один из самых важных, пожалуй, вопросов. Поднимались вопросы материально-технического обеспечения лечебных учреждений. И сегодня важно понять, чтобы не только учреждения третьего уровня, те, которые располагаются в Уфе, но и учреждения, которые располагаются в отдаленных районах республики, были тоже хорошо обеспечены, чтобы житель любого района получил полноценную помощь из рук того доктора, который находится рядом с ним. Развиваются телемедицинские дистанционные технологии, что тоже немаловажно. Именно поэтому уделялось внимание развитию информационных технологий. Очень важно, что мы услышаны, что Ради Фаридович нас слышит, понимает, что мы говорим на одном языке, и что всеми силами своими он пытается помочь здравоохранению. И на сегодняшний день эта поддержка очень важна для любого врача, для любого медицинского работника в республике, потому что эта поддержка дает силы. Действительно, не просто работать в таких условиях, которые сегодня появились вдруг внезапно, но тем не менее надо работать, надо продвигаться вперед и не забывать основные каноны медицины. Это важно. Вы уже сказали, что не просто работать в таких условиях, и вот этот коронавирус, который появился внезапно, в таких условиях мы живем уже последние 4 месяца. Да. Вы как человек, который находится внутри системы здравоохранения, как вы оцениваете, как отреагировала система здравоохранения Башкортостана и в каких условиях работают врачи? Но все-таки мы были готовы, да, потому что те страны и Москва даже, они немножко раньше встретились с коронавирусом, и у нас была какая-то пауза, какая-то возможность подготовиться к оказанию помощи в условиях коронавируса. И в любом случае, когда появились первые случаи, первые заболевания, было достаточно страшно, непривычно, неизвестно, но тем не менее очень быстро произошла перестройка как внутри сознания, так и очень быстро произошла глобальная перестройка во всех учреждениях. Я хочу рассказать о кардиоцентре, потому что нам пришлось полностью перестраивать работу. Тем не менее, мы справились, и наши пациенты помощь продолжали получать. А изменения чего коснулись? В первую очередь, первый барьер – это поликлиника. В поликлинике нам нужно было отсечь тот поток, который имеет или есть возможность заразиться, который имеет коронавирус. Поэтому мы там сделали фильтр. В этом фильтре работали полностью одетые доктора, проводили анкетирование, сбор анамнеза, измерение температуры, клинические проявления, то есть некий первичный осмотр, после которого уже при отсутствии признаков ковида пациент шел в поликлинику на прием. Когда появились тесты, стало немножко проще, потому что тестирование позволяет на первом уровне отсечь тех пациентов, которые нуждаются в специализированной помощи уже по заболеванию новой коронавирусной инфекции. Во-вторых, стационар. Первое время у нас были обиды родственников, мы не пускаем пациентов до сих пор ни на выход, ни на вход родственников. И если нужен уход, то есть тоже определенные правила. Человек, который заходит
по уходу, он больше не выходит из стационара, хотя жизнь показала, что мы справляемся своими силами, и, собственно, только при особом желании родственников и при наличии у них анализов мы пропускаем его к бабушке или к дедушке, который находится на стационарном лечении. Потоки изменились полностью. Во-первых, у нас появилась красная зона. То есть все экстренные пациенты, которые приезжают к нам на скорой помощи, они проходят в отделенную совершенно красную зону, в которой есть 2 фильтра на вход и на выход. Доктор работает полностью в защитном костюме. Мы оборудовали эту зону таким образом, что там есть аппарат ЭКГ, эхокардиограф, набор медикаментов, необходимых для реанимации, дефибриллятор. То есть все полностью оборудовано. Поэтому в том случае, когда у пациента крайне тяжелое состояние, мы можем оказать помощь прямо на месте. Если всем берется тест на ковид, если тест положительный, то, соответственно, после оказания помощи стабилизации состояния мы по маршрутизации пациента отправляем в специализированный госпиталь для лечения больных сердечно-сосудистой патологии. Если тест отрицательный, то пациент у нас экстренно поднимается после мазка, мазок берется, но он не сразу определяется, поднимается в обсервационную зону. То есть одно отделение мы сделали полностью обсерватором, и там пациент продолжает лечение, продолжает в том числе при необходимости и эндоваскулярное лечение, но этот блок изолирован до того момента, пока не придет результат анализа ПЦР. Да. Договорите, пожалуйста, потом. Как только результат приходит, пациент сразу же переводится в другое отделение и лечится уже в другом подразделении. И вот как раз про объемы медицинской помощи, которые оказываются в Республиканском кардиоцентре, хотела уточняющий вопрос задать. В прошлом году получили более 20 тысяч пациентов эту помощь, а в отделениях стационара пролечились порядка 14 тысяч человек. Снизились ли объемы сейчас из-за коронавируса? Ну, в некоторой степени я не могу сказать, что было значительное снижение объемов, но в то время, когда был пик эпидемии коронавируса, конечно, меньше пациентов приезжало к нам. Во-первых, в силу того, что пациенты боялись приезжать. Во-вторых, в силу того, что тестов не было в таком количестве. Ну и в-третьих, наверное, потому что когда мы только встретились с коронавирусом, еще сама маршрутизация не так была отработана. Сейчас все восстанавливается, увеличилось и количество посещений, и стационарное лечение, объемы все восстанавливаются. Но я хочу вам сказать, что ни на один день кардиоцентр работу не прекращал, за исключением каких-то отдельных точечных отделений, которые закрывались и открывались вновь после замывки. Но есть и положительные моменты. В частности, у нас объемы ВМП из республиканского бюджета выполнены за полгода на 116%, то есть мы их перевыполнили. Сейчас мы перешли к выполнению объемов по федеральной квоте, и такого значительного роста консультаций онлайн у нас практически не было никогда. В 4 раза увеличилось количество принимаемых дистанционных ЭКГ, то есть у нас всегда была возможность, и сейчас еще в большей степени она есть, по изменениям на ЭКГ, по телефонному переговору или по онлайн-консультации посмотреть и определить судьбу пациента и схему его лечения. Количество телемедицинских консультаций выросло за полгода, даже не за полгода, а за 4 месяца. Да, выросло у нас в 3,5 раза, в 2,5 раза консультации выросли по системе ЦУК, то есть у нас в принципе в большей степени сейчас пошло общение именно в системе онлайн. Мы даже профилактику, вот, начиная с 1 июня, перевели в Инстаграм, и сегодня у нас прямые эфиры по профилактике. Школа по артериальной гипертонии полностью проходит только в режиме онлайн. Я думаю, что после того, как выйдет наше интервью в эфир, к вам еще и жители Башкортостана присоединятся, и их число пользователей и подписчиков увеличится, дай бог, что это случится. Ирина Евгеньевна, строится хирургический комплекс Республиканского кардиоцентра. На какой стадии сейчас идут работы? Вы знаете, неожиданно он появился, так, этот корпус. Вдруг мы только закладывали капсулу в прошлом году, и уже через год стоит практически полноценный корпус.
с огромными широченными коридорами, с большой площадью, это почти 32 тысячи квадратных метров. И можно уже сегодня говорить, что строительство самого корпуса заканчивается. В 2021 году, я думаю, будет уже поставка оборудования, будет объединение со старым корпусом, будет проведена реконструкция старого корпуса. Я очень надеюсь, что в срок будет создано замечательное учреждение с большими площадями, с еще лучшими условиями для пребывания наших пациентов в учреждении. И я думаю, что не только жители нашей республики, но и жители других регионов приедут к нам, чтобы получить специализированную помощь и полный объем помощи по высокотехнологичным методам лечения. И можно ли ожидать, что это учреждение будет одним из лучших России? Я очень надеюсь. Наверное, это нескромно говорить, что это будет одно из лучших учреждений России, но, наверное, и сказать нужно, что те усилия, которые вложены в этот корпус, и то, что задумано, и то, что осуществлено практически за год, должно выстрелить, и это должно выглядеть не только одним из лучших, это должно быть лучшее учреждение Российской Федерации по оказанию специализированной помощи. Я очень надеюсь на это. Я думаю, что кардиологи и кардиохирурги не подведут республику, сделают все возможное, что зависит от них. Ирина Евгеньевна, не секрет, что здоровье каждого человека в его руках, и от его действий очень многое зависит. Сейчас в условиях коронавируса это наиболее ярко выражено. Да? Вот все-таки как человек, который видит изнутри всю эту картину, дайте, пожалуйста, советы и рекомендации телезрителям, как нужно беречь здоровье сейчас. Ну, я считаю, что вот такая вот ситуация с такой новой для нас, для всех инфекцией, она будет еще продолжаться какое-то время, и расслабляться еще совсем рано. Поэтому мне удивительно, как люди приходят в магазин и не одевают перчаток, не одевают масок, не обрабатывают руки. Я считаю, что ношение маски в людных местах обязательно должно продолжаться. В транспорте в маске обязательно нужно быть. Обязательно нужно мыть руки. То есть после любого контакта нужно обязательно подходить к крану с мылом, хорошо промывать руки. А если вы пошли в магазин, то в крайнем случае, не имея перчаток, хотя бы потом все обработать все пакеты, обработать продукты, которые вы принесли из магазина, и умыться. Это, вот, на мой взгляд, обязательное решение. По поводу скоплений народа. Нужно все-таки подключать немножко разум и смотреть, выбирать для прогулок те места, где не так много народу. Социальную дистанцию еще никто не отменял. Мы должны находиться на расстоянии 1,5–2 метров друг от друга, потому что инфекция достаточно коварна. Никто из нас не может быть уверен, что этой инфекции ни у кого нет, что он сам безопасен и что он в безопасности. Конечно, много молодых людей, которые переносят легко эту инфекцию, и более того, в основном это носители, они бессимптомные носители могут быть, но пожилые люди достаточно тяжело болеют, достаточно тяжело выходят из этого состояния. Поэтому беречь друг друга, наверное, это самое важное. Тепло относиться друг к другу, любить друг друга и сохранять здоровье населения нашей республики. Это наша задача. И не только наша, но и ваша задача. И задача каждого жителя республики. Спасибо, Ирина Евгеньевна. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения была руководитель Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева, и мы говорили о мерах безопасности в условиях коронавируса.